Эфир телеканала Отр продолжает программу «Народ и власть». Уважаемые телезрители, в студии работаю я, Шудин Саидов. Здравствуйте. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Отр телеарнасында халық пен билік бағдарламасын көріп отырсыздар. Эфирде сізбен мен Шудин Саидов, сәлеметсіз. И как мы сегодня обещали, уважаемые телезрители, у нас в гостях уже новый руководитель управления здравоохранения по городу Шымкенту, будем его называть главным врачом Шымкента. Мы вас приветствуем, Нурлубек Асылбеков. Во-первых, примите поздравления, что занимаете такую должность. Предыдущий руководитель тоже часто приходил к нам в студию. Надеемся, что с вами у нас тоже так будет работа налажена. И вам слово. Біріншіден Шудин сіздерге рахмет, сіздердің телеканалдарыңызға. Осы біздің саланың енді өте бір маңызды екенін есептей отырып, мені осы передачаға шақырғандарыңызға. Енді айта кететініміз, бүгін енді өзі бір өте бір жақсы күн болып отыр ғой. Тағы да рахмет айтқым келіп отыр. Сіз келдіңіз. Жоқ, осындай күнде шақырғандарыңызға. Енді бүгін мынау сіздерді осы мерекелеріңізбен құттықтағым келіп отыр. Бақ өкілдерін, бүгін 28 маусым. Енді сіздерге не тілейміз? Ең бастысы денсаулық. Рахмет. Мынау бақыт болсын, енді творчестволық табыс бола берсін, әрқашанда мынау халыққа қызметтеріңіз аса берсін. Рахмет. Уважаемые телезрители, мы в такой суматохе уже забываем о том, что сегодня у нас праздник, мы принимаем поздравления. Спасибо всем телезрителям, которые присылают, вот я вижу сейчас на WhatsApp поздравления, и мы обязательно все передадим нашим коллегам. И от лица тоже наших коллег хотелось бы поздравить всех работников СМИ, особенно журналистов, с этим замечательным праздником, коллеги, с праздником. Итак, скажите, пожалуйста, вот вы пришли, во-первых, сейчас ситуация с пандемией, ситуация с коронавирусом, какая у нас? Ну, на сегодняшний день ситуация с коронавирусом более-менее стабилизировалась. Вы знаете, сейчас как бы постановление главного санитарного врача более лояльны, сняты масочные режимы. Это в основном из тех мест, которые в первую очередь к нам прибывает население из других стран. Ну и, конечно, места скопления народа. И сейчас постоянно этот вопрос, конечно, под контролем, мониторируется. И на сегодняшний день у нас в городе на сегодняшний день не зарегистрирована коронавирусная пандемия. У нас? У нас. Да. Ну, уважаемые телезрители, давайте я сейчас напомню вам, что у нас в гостях главный врач Шымкента, новый руководитель управления здравоохранения Нурлубек Асылбеков. Если у вас есть вопросы, прямой эфир у нас работает. Вот вы видите, уже пошли телефонные звонки. Работает наш WhatsApp, вы можете писать. И мы вещаем в прямом эфире на официальном аккаунте в Instagram. Там тоже можете оставлять свои комментарии. Давайте уже сразу примем телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, слушаем вас. Уважаемый Саидов, поздравляю вас с профессиональным праздником. Валентина Георгиевна. За вашу доброту, за ваши знания. Светить всегда, светить везде. До дней последних солнца. Светить. И никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за такие приятные слова. И вы тоже не забывайте нас, звоните, пишите. Мы всегда с вами, мы ваше телевидение. Нет, я вас не забуду. За вашу доброту и сколько вы сделали добра людям, таких людей не забываю. Рахмет, это вся наша команда. Это не только мы, телеведущие, вся наша команда. Я понимаю, вы передадите всем. Обязательно, обязательно. Вам тоже всего доброго. Мы продолжаем наш эфир. Если у вас есть вопросы, мы вещаем в прямом эфире. Звоните на наши номера телефонов, сотовый и рабочий. Мы вещаем на прямом эфире на официальном аккаунте open.shymkent и продолжаем наш эфир. Скажите, пожалуйста, с чего начинаете работу? Теперь, какие главные приоритеты вы перед собой поставили? Главная цель какая? Главная цель – это, конечно, чтобы было качество оказываемых услуг, медицинских услуг. Если по-простому, если приходит население нашего города,
чтобы в наших медорганизациях, это Так. пусть будет поликлиника, пусть будет это стационар, стационар, чтобы уже в приемном отделении и в зале ожидания пациентов был порядок и регулирование потоков. Если говорить по приемному отделению, у нас есть свои медицинские термины, есть свои правила, это триаж-система, например. Так. Конечно, вот согласно вот этой системе наши специалисты медицины работают, врачи, медсестры. Ну и кроме того, я думаю, в первую очередь при принятии больных необходимо, в первую очередь, это теплота и, конечно, соучастие. Соучастие и теплота. Потому что, когда пациент увидит, что врач или медсестра соучаствует в его боли, в его переживании, я думаю, это уже половина лечения. И, конечно, профессионализм наших специалистов при приеме дальше сыграет роль. В медицине вы знаете, что у нас играет роль золотого часа, скажем так. Так. Поэтому необходимость своевременного направления, специализированные отделения, скажем, другие, может, организации. Поэтому вот эта роль очень так тесно играет, большую роль. Ну и кроме того, оказание, наверное, первой медицинской помощи при поступлении больных. Вот это все сейчас нами контролируется. А нет ли нехватки медиков в нашем городе? Медиков она всегда не хватало, но я бы сказал, что за период 19-22 года статистика показывает, что у нас медицина в лице кадров очень хорошо растет. Например, с 2019 года по 2022 год у нас медиков стало где-то около более 2700, если точнее 2720. И выросла она на 40%. А качество? Это 40%. Ну и средних медработников выросло около 20% за этот период. По качеству, вот как раз вопрос качества я в начале своего затронул разговора. Качество мы стараемся вот этот вопрос взять на контроль и обеспечить, в первую очередь, наверное, это повышение, то есть обучение наших специалистов, постоянное развитие, и при этом обязательно, когда проходит обучение, чтобы была эффективность обучения, оценка, эффективность. Потому что нельзя просто прочитали, протестировали и не получили ничего. А здесь мы хотим видеть, какая все-таки отдача от того обучения. Вот в таком русле есть планы управления здравоохранением, есть планы обучения каждой медорганизации. Как вы знаете, медорганизации многие зарабатывают сами, и в рамках этих платных услуг они могут право обучать. На сегодняшний день у нас были обучения, внешние, скажем, обучения. Это обучение лекторов, тренеров из Москвы, Российской Федерации. Сейчас планируем обучение в Литве, также внешнее обучение. Ну и, конечно, у нас проходит очень частое обучение. Это наших научно-исследовательских институтов в сфере медицины. Это головных, например, Национальный научный центр матери и ребенка, другие специализированные, это кардиохирургия, нейрохирургия. Поэтому вот этот вопрос, он планомерен и постоянен. Нурбек Абибулаевич, скажите, пожалуйста, Так, подождите. Здесь очень много вопросов. Давайте касательно вас. Многие желают вам удачи, многие вас хвалят. Но вот это вот все зачитывать мы не будем, потому что времени у нас много, чтобы вы знали. Говорят, что вы хороший человек, что вы хороший руководитель и желают вам удачи. По несколько сообщений таких пишут. Но будем работать с вами, да? Да. Спрашивают, откуда вы, как вы. Давайте напомним нашим телезрителям, может, кто не знает, вы выпускник Алматинской государственной медицинской филиала, да? Да. Медицинского института. Институты? Да. Ранее возглавляли департаменты фарм и медконтроля в нескольких регионах, да? Ну и сейчас Нурлубек Абибулаевич уже главный врач Шымкента, руководитель управления здравоохранением. Итак, вопрос. Скажите, пожалуйста,
Бесплатная медицина. Оп, телефонный звонок примем. Слушаем вас. Здравствуйте. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз. Айта беріңіз. У меня вопрос. Конечно. Это заведующему города Раву. Вы можете убрать звук своего телевизора, пожалуйста? Убираю. Побыстрее задавайте вопрос. Вот я сегодня был в 5-й поликлинике, Так? приему врача. Ага. К этому врачу сотрудники один за одним заходят, отвлекают этого врача. Какой врач у меня останется? Что со мной? Как он меня лечит? Что назначает? Просто мешает врачу. Все, спасибо. Вот такой вот вопрос. Да. Так. Очень животрепещущий вопрос. Как раз над этим мы сейчас работаем. Я сам вот как раз по возможности езжу по поликлиникам, по больницам. Недавно как раз был, например, в 4-й поликлинике, и вопрос очередности сразу же поставил. Потому что, конечно, поликлиники, не все поликлиники у нас сейчас новые. Это возможности нашего бюджета, нашей страны, нашего города. И просто я думал, здесь организатор, то есть главный врач этой организации должен думать, то есть маневрировать, чтобы очередности было мало. Вот как раз эти вопросы выходят. И предложил, например, с одного коридора перенести на другие позиции какие-то очень, например, скажем, забор крови. Обычно знаем, что с утра с 8 часов очень большая очередь на забор крови. Ну, вот такие примерно решаем вопросы. Теперь, если говорить по поликлинике номер 5, я думаю, именно по этому вопросу мы можем проговорить с руководителем этой поликлиники и взять на контроль, чтобы, как говорится, при приеме больных старались не мешать. Вот именно как мы видим, потоки обычно идут с 8 часов до 11, и потом уже уменьшается. Поэтому какие-то административные вопросы или личные вопросы должны быть потом. Поэтому я возьму этот вопрос на контроль и с руководством поликлиники номер 5 проговорю. Уважаемые телезрители, у нас работает WhatsApp, я вас очень сильно прошу, многие не могут дозвониться, не звоните по видео, вы можете позвонить на сотовый телефон и на WhatsApp аудиозвонок, пожалуйста, давайте без видео, вы нас и так в эфире видите. Итак, следующий вопрос. Так, мы с вами говорили про... Так, подождите, очень... Қызметіңіз құтты болсын, ісіңізге сәттілік тілеймін дейді. Мы вас поздравляем. Отырар телеарнасы мереке құтты. Спасибо большое. Здесь очень много нас тоже поздравляем. Мы уже, видите, от вас отвлекаемся немного. Рахмет. Құрметті көрермендер, рахмет сіздерге. Очень приятно. Все поздравления мы обязательно адресуем нашим коллегам. Я обязательно передам. И вот ваши поздравления тоже все передаю. Рахмет. Оптом, как говорится. Итак, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, да, Нурлыбек Абибулаевич, бесплатная медицина. К нам многие жалуются, говорят, к примеру, да, я в лекарствах не разбираюсь, к примеру, мне должны давать Крион, дают какой-то аналог. Законно ли это? Если говорить про препараты, то вы знаете, что наша страна очень, скажем так, уделяет большое внимание по бесплатному обеспечению лекарственной системы. Есть свои правила обеспечения, это называется правила амбулаторного лекарственного обеспечения, это приказ, если 75-й приказ. И вот, если мы говорим Крион или аналоги, то согласно действующих правил закупаются все препараты согласно международному непатентованному названию. То есть по международным есть такое понятие международное и торговое название. И когда вы говорите другой какой-то аналог, это уже закупается по международным, а выдаются, может быть, он не Крион, а может быть какое-то другое наименование. Поэтому это все законно. Это мировая практика. Ну вот смотрите, мировая практика, у кого-то давление, ему прописали там одно лекарство,
пьет он другое, которое ему дают в поликлинике, да, а ему от него не то, что не помогает, да, болит уже в другом месте. Такое же тоже бывает. Ну, видите, есть индивидуальность организма, правильно? Могут быть аллергические реакции, может уже непринятие. Поэтому это тоже вопрос как бы предусмотрен нашим кодексом о здоровье в системе здравоохранения и правилами, соответствующими нормативно-правовыми актами. То есть, если пациент очень долго пьет какой-то препарат и на нем сидит, если другой аналог, скажем так, аналог препарата как бы дает какие-то реакции или не помогает, то предусмотрено, что каким-то категориям больных закупается именно по торговому названию. То есть тот препарат, который ему более эффективен. Здравствуйте, поздравляю. Так. Здравствуйте, поздравляю вас с должностью. Шымкент у нас особенный город. Желаем удачи, пишут. И пишет еще следующий вопрос. Где найти можно в Шымкенте антипал? Нету, говорят, нигде. Если говорить про антипал, то у нас есть много, как мы говорим, есть аналогов. Поэтому антипал очень, скажем так, давний препарат с такой немалой эффективностью, наверное, со слабой эффективностью. Поэтому очень много других препаратов, поэтому надо обратиться к своему лечащему или участковому врачу, я думаю, пропишут другой препарат. А антипал, может быть, регистрация в Республике Казахстан закончена, из-за этого отсутствует на рынке лекарственных средств в Республике Казахстан. Итак, сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым бар еді. Аяғы сынған пациентті 3 күннен кейін шығаруға әрекеттенуге бола ма деді. Какая клиника, не говорят, аурухана дәрігерлері. Ну, в общем, через неделю отпустили, спрашивают. Нақты айтсаңыз, құрметті көрермен. Иә. Енді аяқ сынған болғанда мысалға аурудың түрі өзінің күрделілігіне байланысты ғой. Сондықтан біз енді бұны қазір қандай сынақтан нақты қандай күрделілігін біліп отқан жоқпыз. Егер осындай ауруханада болмаса толық емделмей шығып кетті деген жағдай болатын болса, оны біз анықтайық. Итак, отырар телеарнасы кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, істеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Главное, все поздравления, которые идут к нам, я зачитываю, а вас нет. Спасибо. Рахмет. Вам тоже передают привет. Вот у нас сейчас смотрит, тоже передает привет. Жахсылк Мауленов, главный врач онкобольницы. Вам тоже привет. Итак, действующие аналоги работают, да? Секундочку. Так. В общем, слова поздравления идут. Уважаемые телезрители, еще раз напоминаю, у нас в гостях Нурлыбек Абибулаевич Асылбеков, новый руководитель управления здравоохранения. Теперь он занимает эту должность. Если у вас есть вопросы, звоните к нам в студию 21 44 50, а также номера телефонов, которые видите на экране своих телевизоров. Мы обязательно все передадим доктору, и он ответит на все поставленные вами вопросы. Звоните, пока есть такая возможность. И надеемся, что Нурлыбек Абибулаевич будет приходить к нам регулярно. Итак, теперь возможности нашей медицины в Шымкенте. Да? Какие возможности есть у нас? Какие сложные операции мы можем... Чем мы гордимся и чем мы не гордимся? Какие у нас есть проблемы? Как вы знаете, все мы, наверное, уже знаем, что Казахстан сильно развился в последние годы. И в первую очередь, наверное, это кардиохирургия, это нейрохирургия и другие отрасли здравоохранения. И мы тоже можем похвалиться, это кардиоцентром города Шымкент, в котором проводятся очень сложные операции на сердце, который на сегодняшний день, я думаю, может стать центром юга вообще, центром юга. И специалисты нашего центра на сегодняшний день проводят сложные операции. Эти операции
можно будет, конечно, проводиться в Астане, в Алмате. И вот сейчас у нас в Чимкенте без транспортировки в Астану можно будет обратиться и провести. У нас, да? Да, у нас могут провести. Кроме того, у нас сейчас, конечно, при многопрофильной больнице номер 2, это бывший фосфор, тоже свою направленность, это больше направленность как бы инсультного центра, больше терапевтический профиль, если мы говорим про рощу, как бы, про первую больницу хирургически. Поэтому там тоже сейчас есть собраны у нас специалисты и проводятся сложные операции, которые обычно проводятся только, как бы, скажем так, центральных республиканских учреждениях. У нас... И кроме того... Я прошу прощения, прервемся, у нас телефонный звонок. Слушаем вас, здравствуйте. Это Валентина Георгиевна. Я хочу поздравить главного врача города с выходом на работу. Я думаю, что он выполнит клятву Гиппократа и принесет народу, городу Чимкента здоровье, наведет порядок в поликлиниках. Я вот почему-то верю вам. Видно, что вы умный, добрый человек и знаете прекрасно клятву Гиппократа. Спасибо вам, что вы приняли эту должность. Она очень трудная, но очень нужная людям. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы знаете, Нурлыбек Абибулаевич, здесь такая есть особенность. Валентина Георгиевна, которая к нам звонит сейчас, первый раз в жизни вот так по-доброму отозвалась про чиновников, про госслужащих. Так что вот, доверие... Дорожите, да? Дорожите. А Спасибо. Так она всех чиновников разносит, только так. Большое спасибо. Вот, все ее боятся, все, когда собираются к нам на эфир, говорят, а если позвонит Валентина Георгиевна? Вот. Спасибо вам, Валентина Георгиевна. Спасибо, но это, я думаю, аванс. Да, так что дорожите. Итак, Нурлыбек мырзаға рахмет, мен жеке қабылдауға шақырып, мәселемді шешіп берді дейді. Так, городская детская больница вошла в лучшую тройку лидеров по республике дейді. Так, много таких пожеланий. Ну, давайте мы с вами... Проблемы какие есть? Давайте о проблемах, чем мы все время вас хвалим. Спасибо. Ну, то, что я сейчас вот как бы с приходом увидел, как вы знаете, система очень сложная, очень много обращений. Я бы сказал, что проблемы у нас есть, ну, скажем так, во многих отраслях здравоохранения внутри. Это детство, это опять же наши операции, хирургические профили. Поэтому это, опять же, подтягивание наших зданий, наших организаций к международным требованиям. В этой части я бы еще сказал, что необходимость нашего как бы, стандартов к стандартам. А если говорить более конкретно, то вот за эти дни я принял более 40 человек личного приема. Это не обязательно именно тот день. Как бы стараемся быть открытыми, двери открыты, поэтому утром, вечером как бы, и совместно со своими заместителями, со всеми сотрудниками сейчас где-то около 40 человек приняли и постарались решить. Конечно, здесь есть вопрос, то, что я до этого говорил, что отношение, в первую очередь, наверное, руководителя организации, это руководитель, скажем, первичной медико-санитарной или стационара, если подходить с душой, то можно многое решить. Бывают, конечно, нерешенные проблемы, когда просят направить в какие-то организации, ну, как бы для лечения, скажем так, за рубеж, или те же организации в столице, в городе Нур-Султан или в Алмате, которые вот эти услуги можно как бы оказать у нас. Вот эти вопросы даже сегодня мы проговариваем, например, сегодня же пациентки мы организовали телемедицину, то есть телеконференцию со специалистами в Нур-Султане. Пока мы не можем говорить, что помогло. Просто был вопрос, чтобы обязательно в Нур-Султане. Вот так теперь специалисты из Нур-Султана сказали, что отлично есть специалисты в городе Шымкент,
что специалисты наши очень опытные. Я бы сказал, когда очень населения много и постоянно идет развитие, то есть, так скажем, если вопрос в том, набивает руку. Ну да. Да. Давайте примем телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Я, к сожалению, прервался. Итак, саламатсыздар ма? Мен жолдасым 25 жылдық стажымен жұмыссыз жүр. Дәрігер высшей категория жеке қабылдауына кірсе бола ма? Көмек бере ме екен? Нарколог, врач-нарколог дейді. Я могу передать номер вам, и после эфира, если надо будет, вы там свяжетесь. Да. Здравствуйте, поздравляем с праздником, спасибо большое. В поликлинике Медикер на площади гинеколог просит деньги за услугу, хотя я застрахованный. Почему, если наш детский педиатр в отпуске, другие не выписывают бесплатные лекарства ребенку на 2 года, спрашивают? Енді бұл жағдайда, на русском же, да? Да, на русском. Да, на русском, извините. В этом случае, конечно... Бірінші сұраққа. Жолдасым нарколог. Жолдас нарколог. Оған жауап беретін болсақ, былай болса. Келсін, егер ол кісі жақсы кәсіби маман болатын болса, біз тыңдап көрейік, өзіміздің мамандарды қосып, сосын ары қарай шешімін іздеп көреміз. Келсін, жаңағы жеке қабылдауға. Екінші вопрос. По обеспечению бесплатными, конечно, если это 2-летний ребенок, конечно, у нас в рамках гарантированного объема бесплатной помощи или фонда медицинского страхования для детей не в основном, вообще бесплатно. Поэтому я считаю, что если поликлиника не выписала рецепты, это очень грубый, скажем так, недостаток. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к нам, мы постараемся разобраться и помочь вам. Опа, телефонный звонок у нас. Слушаем вас. Здравствуйте, сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Говорите, мы вас слушаем. К сожалению, у нас... Нам вас не слышно, перезвоните, пожалуйста. Поликлинику она не сказала, да, вот то, что бесплатно? Сказала, так. Медикер, нет, Медикер это... На площади Аль-Фараби. На площади Аль-Фараби? Угу. Да. Так, и в продолжении нашего эфира вопросы у нас идут в Инстаграм, у нас времени тоже не очень много. Так, давайте продолжаем. У нас телефонный звонок. Слушаем вас, здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Что-то не слышно. Перезвоните нам, пожалуйста, еще раз, мы постараемся принять ваш звонок. Итак, мы с вами говорили о проблемах в медицине. Продолжаем, и как их решать, пути их решения. А вы пока, уважаемый телезритель, пишите, мы обязательно зададим все ваши вопросы. Қазақша айтайын или орысша? Я қазақша айтайын, сізге ыңғайлы. Енді ең бастысы жаңа айтып отырмыз ғой, біз осы көрсетіліп отқан сапа, медициналық көмектің сапасы. Осыны көтерсек деп. Енді қазіргі уақытта біздің жаңағы емханаларымыз, ауруханаларымыз енді толық жеткілікті демесек те қазір қамтылып отыр. Енді жаңағы айтып отқандай, бірінші келгенде осы біздің келген пациенттердің соны қарсы алу, оның ең бірінші жаңағы қабылдау бөлімінде. Одан ары қарай бөлу. Да, я прошу прощения, давайте примем телефонный звонок. Сәлеметсіз бе, слушаем вас. Мы вас слушаем, здравствуйте. Я почему-то не могу принять телефонный звонок. Может, наши звукорежиссеры тоже проверят телефон. Итак, спрашивают мне вот по поводу поликлиники, мне гинекологу платить или не платить? По поводу Медикер на площади Аль-Фараби. Не, ну если там лекарство, есть лекарство, то бесплатно обязательно должен выписаться препарат. Поэтому здесь же про лекарства, поэтому, пожалуйста, обратитесь, я же говорю же. Просит денег за услугу. За услугу? Да. Так, ну если по участковости она не сходила, имеет право обратиться в любой частной медицинской организации, правильно? Это выбор. Она застрахована. Застрахована? Да.
Ну, если, нет, если застрахованный, если Medicare, если она, Medicare, если у нас участвует, она участвует в госзаказе, идет, если по направлению, то это может быть. То есть по направлению поликлиники может быть узкому специалисту. А если частно сама обратилась, конечно, это платные услуги. Поэтому я думаю, если ей необходимо разъяснение, лучше к нам обратиться, а мы разъясним ее Так, права. я тогда в смысле, я ее номер скину вам, хорошо? Пожалуйста. Так, уважаемые телезрители, все озвучили вопросы, которые нужно передать главному врачу. Мы скидываем в пресс-службу. Здесь пресс-секретарь сидит в этой студии. Все вопросы мы уже перекинули ей, и уже дальше будут с вами дальше общаться и разбираться. Итак, еще раз давайте напомним, что у нас в студии Нурлыбек Абибулаевич Асылбеков, он же главный врач Шымкента, руководитель управления здравоохранения, назначен совсем недавно. Недавно впереди большая работа. У нас телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Я хотела бы вам задать такой вопрос. Итак, Здравствуйте. Сейчас у нас по всему Казахстану проводятся скрининговые осмотры определенные возраста. Да. Но у нас очень большое население не имеет ОСМС-программы. Они не могут пройти. Нельзя ли было как-то выйти выше, чтобы как-то решить, потому что скрининговый – это первичный осмотр для раннего выявления болезни системы кровообращения, сахарного диабета, рака прямой кишки, рака молочной железы, рака шейки матки. В конечном результате получается пациент, который не застрахован, он пройти не может, но если он завтра заболеет, мы будем сами медики за него отвечать. Можно ли как-то решить этот вопрос выше? Хотя бы, чтобы этот контингент прошел бесплатно. есть вопросы какие-то? У вас есть вопросы? Нет? Все, спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. Конечно, вопрос очень острый. По этому вопросу, наверное, я бы хотел ответить так. Если есть предложения конкретные, то по нему мы сможем проработать. А вот когда мы говорим про скрининги, конечно, у нас разделение оплаты за медуслуги есть в рамках гарантированного и фонда медицинского страхования. Вы говорите про фонд медицинского страхования, то есть если кто-то не застрахован. Я думаю, в этом вопросе нам надо прорабатывать. Сейчас, конечно, но в рамках гарантированного объема все вопросы закрыть невозможно. Поэтому с учетом мировой практики у нас принято вот это медицинское страхование. То есть организован фонд, где и государство является как бы фондоплательщиком, есть население, есть компании. И поэтому за счет этого мы увеличиваем количество оказываемых услуг. Поэтому, а вопрос, который сейчас ставит, я думаю, может наш коллега или гражданин нашей города или страны. Поэтому, я думаю, этот вопрос для раздумья, но опять же, это будет зависеть от бюджета нашей страны, от бюджета фонда медицинского страхования. И с учетом этого прорабатываются такие вопросы. Здравствуйте, программа «Народ и власть». Вы признаны как лучший проект телеканала «Утрар». Поздравляем, вы лучшие. Спасибо вам большое, нам очень-очень-очень приятно. Следующий вопрос, у нас телефонный звонок. Слушаем вас. Саламат Сызба, здравствуйте. Алло? Да, Айтабернс. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Вы меня, ради бога, извините, очень жалко, что я поздно позвонила вам. Вы не поздно позвонили, вы в самое время Самое позвонили. время, но замечательно. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот до этого еще были такие же встречи, только с предыдущим главным врачом. Так, Я ему, значит, объясняла все, просила его, потом вскоре он тут ушел. В общем, по состоянию здоровья там или как. Вот сейчас я хочу новому главному врачу задать такой вопрос. Как быть человеку, который в одной поликлинике на протяжении 30 лет наблюдался, потом, значит, этих всех людей перевели в другую поликлинику, но по заявлению я, например, осталась в этой же старой поликлинике. Но теперь такое условие. Если я заболею, то ко мне врач уже не приходит. Независимо от того, что я там инвалид, не инвалид, ко мне не приходит. Вот как это быть, а? Может быть, можно как-то решить этот вопрос? Может быть, для инвалидов как-то сделать эту, извините меня,
визитку какую-то, а? Пожалуйста, вот если можно. Когда, значит, привлекаете, приходите, значит, оставайтесь по заявлению, а когда в нужный момент, когда ты лежишь с температурой, не можешь пойти, тебе отказывают. Вот со мной в прошлом году я ковидом заболела, так ко мне первая поликлиника вообще не приехала. Хорошо, спасибо за вопрос. Вот, давайте, пожалуйста, если да, можно, решите положительно. дайте, пожалуйста, ваш телефон и вашу фамилию, Да. и мы постараемся разобраться и обратной связи. А как вы отдельно сообщите? Вы можете на наш WhatsApp, вот на экране вы видите его? Так, ну хорошо, Вот. я вам, да, хорошо, я вам дам. Передам туда, передам. Да, напишите вот на экране, вы видите. Да, я сейчас номер запишу. Хорошо, спасибо. Мы обязательно вам свяжемся с вами. Да, спасибо. Спасибо вам большое за звонок. Итак, очень много... Секундочку. Нурлубек Абибулаевич здесь даже уже стикеры присылают, вас поздравляют, желают вам удачи, здоровья, желают, чтобы вы работали дальше хорошо. Итак, здравствуйте. У нас такая ситуация. Во второй поликлинике идет дискриминация увольнения сотрудников по выдуманным причинам. Так, такие вопросы, пожалуйста, конкретно с фактами, уважаемый телезритель, и мы передадим их в соответствующие инстанции, органы, которые будут уже разбираться. И хочу напомнить, что у Управления здравоохранения есть свой официальный аккаунт в Инстаграм, он живой, он очень активный, там отвечают на все комментарии, и в Facebook там тоже можете писать. И еще можете подойти куда? Да. В управлении здравоохранения, Да, управление здравоохранения это республики 12А. Да, 12А, да, 6 этаж. Или, опять же, как вы сказали, на Инстаграм, или можно обратиться к нашему пресс-секретарю. И, конечно, вот эти все вопросы мы будем отрабатывать и давать обратную связь. Да, ну смотрите, Нурлубек Абибулаевич, шымкентцы, они, вот у нас зрители, они особенные на самом деле. Они, если дадут, то дадут, но они не капризные у нас. Вот, как вы планируете работать? Будете ли вы ближе к людям? Будете ли вы как-то, не знаю, выполнять их просьбы? Или чтобы не было такого, пришел, пообещал и ушел? Ну, конечно, это очень такой вопрос. Будем стараться, чтобы наше слово и дело как бы не расходилось. Вот как раз я до этого говорил, вот был прием граждан, около сейчас 40, и вот мы стараемся системно все вот эти, чтобы, как говорится, если мы сказали, то смогли где-то помочь. То есть кому-то полностью, кому-то, например, невозможно полностью решить, то какие-то участия сделать. Опять же, мы говорим, может направить, опять же, на дополнительное обследование. Если по лекарствам какое-то непонимание, то объяснить и выдать то лекарство, которое требуется. Конечно, опять же, понятие вот, как бы международно не патентованное, потому что у нас единый дистрибьютор, это СК Фармации, закупает по международным названиям. Да. Так, у нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Вы звонили к нам, мы, к сожалению, не успели поднять трубку. Сохраняю на всякий случай. А, вы не звоните в прямой эфир, да? Нет, не звоню, сохранить хочу, вдруг на всякий случай. Хорошо, сохраняйте, спасибо. Итак, и касательно, скажите, пожалуйста, касательно квот на лечение. Многие задают вопрос, чтобы, например, попасть на лечение, там, какое-нибудь хирургическое вмешательство, операцию в Алмату, в Астану, в столицу, за какое время нужно собрать квоту? Есть такие ситуации, которые к нам очень часто приходят, мы все перекидываем пресс-службе, они уже там решают, ребята, да, или главные врачи, чтобы это все ускорить. Но бывает такое, что мы не можем, мимо нас проходит тоже, правильно? Человек, болит у человека там, допустим, рука. Ему говорят, сними анализы такие-то, такие-то, он пока это все снимает, ему приходится снимать еще повторно другие анализы, которые он уже повторно снимал. Я правильно, да, здесь? Да, правильно. То есть анализы имеют сроки. Да. Да, сроки давности. Я бы здесь что хотел сказать, что есть
правила оказания лечения, именно выделение квоты. И это регулируется Министерством здравоохранения. Конечно, мы направляем, и направляют это наши специализированные медицинские организации. Опять же, это, скажем так, вот по разделению, это крупные наши медицинские организации, это первая больница, вторая больница и другие. Теперь, если по лечению, я бы хотел сказать, что до этого мы говорили, что у нас сейчас оказывается очень много услуг, которые, скажем так, мы называем ВТМО, как бы технически сложные, по-простому, технически сложные. Если это может быть оказано в городе Шымкент, то нас не примет другие медицинские организации. Может, да. Поэтому вот это все нашими специалистами именно поликлиник или специализированных стационаров рассматривают и направляют. А вот по анализам, по срокам анализов, по процедуре вы можете обратиться в поликлинику или непосредственно мы, наверное, сделаем так. Если по квоте, как раз вывесим на сайте нашего департамента именно просто, как бы не слишком так сложно, просто как это направляется и какое время как бы сдавать анализы или какие-то анализы не сдавать, потому что это может быть в том же специализированном учреждении. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь на наш сайт, и мы вот эти правила... Да, разъяснение идут, да. Сұрақ келген екен, саламатсыз, қолданбалы бакалавр оқып жатқандарға диплом алған соң төленеді ма? Ақша қосыла ма? Категория жайлы айтып өтсеңіз дейді. Категория қазіргі уақытта біздің мынау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау кодексі, денсаулық сақтау жүйесінен қазір ол алынған. Ондай ұғым қазір жоқ. Енді категория, бұрын категориясы бар, болмаса қазір ол денсаулық сақтау министрлігінің ережесіне байланысты, ол стажға байланысты төленеді. Ол стажды әр медициналық ұйымның өзінің жаңағы кадр бөлімі, өзінің басшылығы қарап, өзі шешеді. Ал енді былайша категория деген ұғым қазір кетіп отыр. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители. Я напоминаю, у нас в эфире Нурлыбек Асылбеков, главный врач Шымкента, то есть руководитель управления здравоохранения. Нурлыбек Абибуллаевич, время нашего эфира подходит к концу. Давайте последний телефонный звонок примем и будем закругляться. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Это Халик Белик? Это Халық пен билік, народ и власть. Вы в прямом эфире. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, я была в поликлинике, у меня хронический гепатит С, холестерин повышен, панкреатит. Мне прописывают ЦФ3 прокапаться. Это как, лечение нормально? Еще есть вопросы? Пока нет. Спасибо большое. Видите, особенность назначения зависит от ситуации. То есть, может быть, кроме тех спецпрепаратов от гепатита, это гепатопротекторов и других препаратов, если у вас идет какое-то воспаление, может быть назначены антибиотики. Про ЦФ3 я говорю. Поэтому, я думаю, это надо будет с лечащим врачом именно обратиться, задать ему вопрос. Если у вас какие-то сомнения, можете дать свои контакты, мы можем прояснить и дать ответ. Уважаемый телезритель, который это сейчас... индивидуально это получится. Да, и который сейчас только что обращался к нам в прямой эфир. Вот при вас. У нас здесь же находится пресс-секретарь. Мы обязательно отправим номер телефона. А пока у нас последний телефонный звонок, точно последний. Слушаем вас. Алло, вы меня, ради бога, извините, я вам уже звонила. Я по поводу человека, который хотел бы это самое, чтобы к нему врач во время болезни приходил домой по заявлению. Будьте добры, запишите, я со своей соткой тут разобраться не могу. Городской телефон мой 54 88 50. Так. Это Всё? 8-я же поликлиника, да, Раиса Васильевна? Ну, нас прикрепили туда, но я в первой поликлинике, вот, я же говорю, на протяжении 40 лет я там наблюдалась, и я осталась в ней по заявлению, но ко мне никто не пришел. И вот по сей день я вот, бывает так, что не злоупотребляю, конечно,
конечно. Но бесполезно звонить, ко мне никто не придет, если есть температура. Хорошо, Раиса Васильевна. Да, спасибо большое. Тогда мы с вами как-то свяжемся, вы мне сообщите. Мы свяжемся к вам. Спасибо. Мгм, до Спасибо, свидания. всего доброго, До свидания. удачи вам. Спасибо. Спасибо и вам, Раиса Васильевна. Звоните к нам в студию. Обязательно мы постараемся ваши обращения, чтобы были положительно уже решены. И вам спасибо. В завершение, что бы хотели сказать нашим телезрителям? Ну, в первую очередь, наверное, здоровье. Что мы можем пожелать? Больше здоровья. Поэтому берегите себя. Давайте будем солидарны. Понятие, как бы, опять же, здорового образа жизни, я думаю, в этом. И я прошу, чтобы вы тоже были, соучаствовали, принимали во внимание, что медицинские работники тоже, скажем так, принимают первый удар. Это я вот сам несколько раз видел, поэтому относились с пониманием. Конечно, мы тоже просим наших специалистов, это в первую очередь это поликлиники, также и стационары, чтобы они были с пониманием относились. Потому что человек, когда приходит, он обязательно приходит обычно с болью. Поэтому, Не просто так да, в гости, поэтому стрессы. Но всегда, я думаю, можно постараться решить вопрос любого пациента. Поэтому подходите, если будут вопросы именно по качеству, скажем так, чуть по диантологии, пожалуйста, обращайтесь, мы открыты, как мы говорили. Есть Инстаграм-страничка, есть пресс-секретарь. Пожалуйста, обращайтесь в управление здравоохранения, и мы постараемся решить ваши вопросы. Здоровья желаю. Рахмет сизге. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, у нас в гостях был Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения. Если у вас есть вопросы, уже озвучили. И повтор этого прямого эфира вы сможете посмотреть уже завтра на официальной странице в УТРАР, в YouTube, после 13:00. Вам спасибо. Сау болыңыздар. Да. До свидания. Нурлыбек Абдуллаевич, мы ждем вас еще на эфир, чтобы наши зрители, они уже привыкли, когда на все вопросы получают ответы. Вам всего доброго. Спасибо. Эфир телеканала УТРАР продолжается. Наша программа подходит к концу. Уважаемые телезрители, спасибо большое за поздравления, которые вы присылаете. Да, наша программа стала лучшим проектом. Нам очень приятно, что вы с нами. И мы работаем только для вас.